Национальной сборной не может быть без якутских спортсменов. Айсен Николаев встретился с главой Федерации спортивной борьбы России. Подготовка к выборам на финишной прямой. Избирательные участки Якутии готовы к единому дню голосования. В Мархе появилась новая остановка. Теперь местные жители смогут сэкономить время в пути. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Развитие образования в республике должно отвечать современным потребностям, а дети в Якутии должны получать качественное образование. Об этом сказал руководитель республики Айсен Николаев во время рабочей поездки в Верхневилюйский район. Там он встретился с коллективом школы в селе Нам. Он отметил хорошее оснащение школы и что она является одной из современных в районе, а также может служить примером для других общеобразовательных учреждений. Также руководитель региона обозначил, что одной из приоритетных задач республики является качественное образование детей в Якутии. Мы должны давать детям не только качественное образование, но и учить их, как использовать полученные знания в жизни, сказал Айсен Николаев. Подготовка к единому дню голосования в республике подходит к финишной прямой. Сейчас члены выборной комиссии уточняют списки избирателей и занимаются организационными вопросами. Особое внимание уделяется созданию условий для избирателей. Из 795 избирательных участков почти половина оборудованы пандусами. Отметим, что на данный момент заявление на голосование по месту нахождения подали больше 18 тысяч человек, а 3048 жителей отдаленных и труднодоступных территорий проголосовали досрочно. Участковые избирательные комиссии работают со списками избирателями, проверяют правильность оформления этих списков. Они сегодня работают с бюллетенями, потому что им приходится, так получилось, что через суд ряд партий исключены из голосования, и они сейчас будут усиленно вычеркивать. Нужно сказать о том, что на сегодняшний день видеонаблюдение организованное будет применяться во всех территориальных избирательных комиссиях. Также подготовлено видеонаблюдение и на муниципальных выборах нашей республики, поэтому я думаю, что контроль за проведением выборов будет осуществляться довольно значительный. Благодаря такому контролю выборы в регионе будут максимально открытыми и прозрачными. В 35 территориальных избирательных комиссиях республики установлено видеонаблюдение. На выборах в Якутске используют 36 электронных урн. За ходом выборов в Якутии будут следить до 500 наблюдателей. Об этом сообщают в Национальном общественном мониторинге. Ну а насколько готовы избирательные участки в республике, в эфире программы «Актуальное интервью» нашему телеканалу рассказал председатель ЦИК Якутии Алексей Ефимов. Наши избирательные комиссии готовы на 100%. Все 795 участковых избирательных комиссий. И в этом активное содействие оказывает, как это положено по закону, администрации муниципальных образований. Они оснащены с их помощью и помещениями, и оргтехникой, и средствами связи, транспорта. И поэтому в этой части у нас проблем нету. Ну а как проходит подготовка к единому дню голосования в Мирном, знает Иванна Филиппова. В день единого голосования 9 сентября жители Алмазного края будут выбирать главу республики, района, депутатов Эл-Тумен, а также депутатов районного совета. В день выборов во Дворце культуры «Алмаз» будут работать сразу два участка – Октябрьский и Ленинградский. А пока члены избирательной комиссии принимают заявления от жителей, подписывают бланки, приводят в порядок списки. 1700 бюллетеней на каждого избирателя, плюс 6 бюллетеней в руки. Итого, считайте сами, сколько это будет. Вот и все их нам нужно подписать комиссионно и поставить печати. Если что-то с кандидатами не так, они выбывают из гонки, то тогда нужно еще вычеркивать их. С 29 августа в регионе стартовало досрочное голосование. Этим правом могут воспользоваться те, кто по каким-либо причинам не смогут прийти в единый день голосования. Напомним, до 8 сентября можно досрочно отдать свои голоса за главу района и депутатов местных органов власти. Досрочно проголосовали пока 4 человека. Заявление ППЗ написал 1 человек в связи с выездом в командировку.
5 сентября завершился прием заявлений по месту нахождения избирателей. Те, кто не успел определиться с местом голосования, могут получить бланк со специальным знаком. Это даст им возможность участвовать на выборах в любом уголке Якутии. За 3 дня до выборов просто физически не сможет территориальная комиссия, Центральная избирательная комиссия сообщить эти данные. Просто это заявление, почему оно со специальным знаком, что это дает право гражданину проголосовать именно вот на основании этого заявления на том участке, который указан в заявлении. В день выборов в районе откроются 34 избирательных участка. Для привлечения избирателей организаторы на местах проведут конкурсы, фотовыставки, акции и даже дегустацию газированных напитков. Мерлинский молокозавод в день выборов будет представлять свою продукцию на нескольких участках. Это будет 4 участка: РССУ, Институт Якутнепроалмаз, ДК «Алмаз» и Кимберлит. Мы выбрали эти участки, потому что мы считаем, что там как можно больше деток будет. Будем угощать их мороженым, дегустировать лимонады. Подготовительный этап подходит к концу. За день до выборов на участках появятся переносные урны, специальные кабинки для голосования. Иванна Филиппова, Артур Голиков, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Руководитель Якутии Айсен Николаев встретился с главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Они обсудили дальнейшее развитие борьбы в республике. Напомним, в Якутске продолжается международный турнир памяти легендарного тренера Дмитрия Коркина. Михаил Мамиашвили подчеркнул, цитата: «Мы не представляем себе национальную сборную без представителей Якутии». Накануне тренер российской команды Дзамбалат Тедеев заявил, что от результатов нынешних соревнований зависит будущий состав сборной страны. Без якутских борцов сборная команда себе не представляю я вообще. Поэтому они всегда были, есть и будут. Мы всегда поддерживаем. И сейчас сборная команды и Рассади, немного ребят, которые из Якутии. Так что на сборах они будут. И есть большая перспектива еще до Олимпийских игр 2 года. И всегда мы рассчитываем на якутских борцов легких весовых категорий. Для получения россиянами информации об использовании своих персональных данных появится ресурс. Также пользователи портала смогут ввести запрет на такое использование другими лицами. Об этом говорится в паспорте правительственной программы «Цифровая экономика». Новый ресурс создается в целях информирования граждан об обработке их персональных данных и должен появиться до конца этого года. Однако ввод в эксплуатацию запланирован на год позже. Ну а при получении госуслуг граждане будут использовать электронную подпись. Постановление правительства вступает в силу сегодня. Подчеркивается, что использование простой электронной подписи разрешается в том случае, если во время выдачи ключа личность гражданина установлена на личном приеме. По новой норме регулировалось применение 2 видов электронных подписей. Информация, которая была подписана квалифицированной подписью, приравнивается к документу, подписанному вручную. В то же время документы, которые были подписаны неквалифицированной, приравнивались к бумажному документу. Информацию обо всех мигрантах, выезжающих в Россию, предлагается собирать в новой масштабной базе данных. Появление новой цифровой платформы призвано сделать миграционные потоки более прозрачными, и управлять ими будет проще. Отметим, что Россия по объему миграции занимает 3-е место в мире после США и Германии. По данным Росстата, за первое полугодие число мигрантов, переселившихся в пределах России, увеличилось на 87,5 тысяч человек, или на 4,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Информацию о некачественном жилье для детей-сирот в Алдане начали проверять следователи Якутии. В частности, сведения, изложенные в СМИ. Напомним, информация о строительстве в Алдане непригодных для жилья домов была размещена в сети накануне. Квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положены им по федеральной программе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Мусорные контейнеры и баки для бытовых отходов внесут в единый реестр, а отвечать за их состояние будут муниципалитеты. Это предусматривает новое постановление правительства. Контейнерные площадки должны создавать органы местного самоуправления, за исключением тех случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, к примеру, на садовых товариществах. Но и тогда им нужно будет письменно согласовать создание будущей площадки с муниципальными властями.
В Нерюнгри обсудили программу поддержки местных инициатив на следующий год. Отличается от программы формирования комфортной городской среды тем, что решения о благоустройстве принимают население самостоятельно. Также программа поддержки местных инициатив предусматривает обязательное условие софинансирования самими горожанами. На 2019 год предусмотрено увеличение финансирования из бюджета республики с 1 миллиона рублей до 3 миллионов. Город Нерюнгри также на 3 проекта из госбюджета получит 9 миллионов рублей на реализацию 3 проектов. Начинается прием заявок. Конкурс пройдет в этом году, 20 декабря пройдет конкурс и будут подведены итоги. И до конца года мы узнаем победителей наших ТСЖ или управляющих компаний, подавших свои заявки. В Мирном организовали продажу сельхозпродукции. Ярмарка «Алмазная осень» открылась в 8-м павильоне торгового комплекса «Юбилейный». Первыми для участия откликнулись предприятия Сунтарского улуса. У них есть планы по сбыту продукции в западной части республики. Свои товары выставили порядка 10 производителей. Ярмарка открылась сегодня в 12 часов. В пригороде Якутска появилась новая остановка. Протяженность городского маршрута номер 5 увеличена. Теперь остановка находится у микрорайона Северный. Сегодня первые пассажиры выехали с новой конечной. По их словам, раньше им приходилось ходить пешком более 20 минут. Более 2500 жителей микрорайона ждали этого момента несколько лет. Теперь этот вопрос решен. К тому же буквально на днях там откроют теплую остановку. Сегодня очень хорошее событие. Конечно, для кого-то оно может показаться мелким и незначительным. Всего лишь открытие остановки. Но для жителей микрорайона Северный, тех, кто живут здесь рядом, конечно, это действительно важно. Потому что именно по просьбе жителей была перенесена конечная остановка маршрута «Пятерки», установлена остановка. И здесь будут и дальше продолжена работа. Это отсыпка дороги гравием, установка туалета. Но мне хочется сказать, что вот качество жизни, о котором мы сегодня говорим, оно складывается из вот таких вот мелочей. У берегов Великобритании начнет работу крупнейшая в мире электростанция, работающая на силе ветра, рассказывает Татьяна Громова. Самая большая в мире морская ветряная электростанция начнет в четверг работу у берегов Британии. Ферму Уэлни Extension построила в Ирландском море датская компания Ørsted. 87 турбин будут вырабатывать 659 мегаватт, что достаточно для снабжения 600 тысяч домов. По площади станция занимает 145 квадратных километров. Это примерно 20 тысяч футбольных полей. На восточном побережье страны уже работает так называемый лондонский массив мощностью 630 мегаватт. Британия лидирует в производстве морской энергии ветра. У ее берегов размещена треть всех мировых мощностей. Электричество с них стоит дешевле, чем у атомных или газовых станций. При этом доля ветрогенерации в энергобалансе страны составляет пока около 15%. Например, в Дании эта цифра уже превышает 40%, а к 1935 году страна планирует довести ее до 84%. По оценкам Международного агентства по возобновляемой энергетике, к 2030 году электричество с прибрежных ветряных ферм подешевеет почти на 60%. На этом все. Оставайтесь с нами.